Разнообразие культурных традиций и обычаев на Кавказе объединяет почтительное отношение к женщине. Женщина-мать у абазин имеет особый статус. Об этом свидетельствует обычай приветствовать ее стоя. Женщины старшего возраста находятся на особом положении и пользуются всеобщим уважением. Благодаря своей роли в жизни человеческого сообщества женщина еще в давние времена пользовалась высоким авторитетом. Женщина чувствовала особое к себе отношение с ранних лет. Девочке-младенцу оказывались особые почести. Это нашло отражение и в древних сказаниях. Известный абазинский писатель Калимурза Джигутанов описывает в романе «Золотой крест» эпизод, когда князь, придя в дом по случаю имя наречения девочки, сам зашел в комнату, где находилась колыбель с малюткой. Будь это мальчик, его вынесли бы к нему, но девочке, будущей хранительнице очага, следовало оказать особое внимание. От женщины во многом зависит покой и благополучие в доме, воспитание детей, а то, как она будет выполнять свои функции, в свою очередь зависит от отношения к ней самой. Даже в самых бедных крестьянских семьях женщину оберегали от тяжелых работ. Кричать на женщину, попрекать ее считалось недостойным, а если кто поднял на нее руку, он этим обрекал себя на позор и всеобщее презрение. В ее присутствии нельзя было даже ссориться с другими, тем более неприличным считалось сквернословить, драться, обнажать оружие. Если оружие уже обнажено, при появлении женщины надлежало его немедленно убрать. Ни в коем случае не дозволялось поворачивать оружие в сторону женщины. Даже самый жестокий поединок прекращался, если женщина, прося об этом, снимала свой головной платок. В женщине с обнаженной головой виделся знаковый смысл. Поступить вопреки ее воле, пожалуй, не смел ни один уважающий себя мужчина. Настолько сильно было влияние традиций. Если мужчина ехал на коне, то при встрече с женщиной ему следовало спешиться, взять левой рукой коня под уздцы, приветствовать женщину, и только когда она пройдет, можно было продолжать свой путь верхом. Если мужчина встретил женщину вблизи какого-либо опасного места, он обязан был уступить ей более защищенную сторону. Всякая просьба женщины должна была выполняться мужчиной, даже если ему для этого пришлось бы оставить свое срочное дело. Считалось, что мужчина, который не оказал помощи или достойного внимания женщине, находящейся в затруднительном положении, тем самым уронил свое достоинство.